где после, я подчеркиваю, разрешенного митинга 26-27 марта, сейчас там идут массовые репрессии. У меня вопрос, Игорь Александрович, как вы считаете, чего добивается власть вот этими именно показательными массовыми репрессиями в Кавказской республике? Они провоцируют войну или что? Я полагаю, что это продолжение той темы, которую мы начали по Екатеринбургу. Опять-таки, российское начальство просто совсем не понимает, с кем оно имеет дело, когда что-то предпринимает. Вот в угоду главному кавказскому хану, в угоду Рамзану Кадырову стали, значит, менять границу. Ингуши, то есть это надо было делать, чтобы это надо было совсем не понимать вообще, с кем имеют дело. Потому что ингуши это совершенно отдельный, это на Северном Кавказе уникальный этнос. Абсолютно уникальный. Он уникален тем, что он, так сказать, имеет, что называется, пережил двойное давление. Это люди, которые находились, с одной стороны, в очень жестком подавлении со стороны Российской империи, так же, как и чеченцы, но они еще постоянно находятся в оппозиции ко всему своему окружению. Они находятся в оппозиции к чеченцам, они находятся в оппозиции, с которыми они были в одной советской автономной республике. Они находятся в оппозиции к православным осетинам. То есть это достаточно жестко сплоченный народ. Если говорить вот о таких приметах этой жесткой сплоченности, она заключается в том числе, ну, как маркер этой сплоченности. То, что, например, ингушские девушки практически не выходят замуж за неингушей. В основном это все ингушские внутриэтнические браки. Это очень важный показатель. То есть это люди, этот народ, который умеет защищаться. Этот народ, который очень остро воспринимает любое посягательство на свой суверенитет. Этнический, территориальный, политический и так далее. И это народ чрезвычайно